Атырску асысчы, Атырску юзчы, Атырску хашчы Володя Шинохов, Руслан Карман, Ратахума Риямш, Акрамта Чизакахцун, Акрамта Ахзайон, Аха Амзиску Ирхканы, Худжик Нахарабхид, Насге Рая Ганышко, Ирмбаква, Хацараваи, Турухцайчу Ирмбаква, Ахшарам Тадзаква, Ицаны, Язгватана, Асиразник, и Хазимибган. Из Харстахуб, Уяпхила, Имебган, Нхуц Кавказ, Нальчик Акалакеча, Имебган, Адзиргара, Имебган, Черкес Акалакеча, Назге Ставрополь. Абрихара, Имепа Гуаштах, Азбшуп, Адзиргара, Рифхот Зиргара, Майкоп Акалакечки. Сара Сатамаз Турухцай, Сала Чаверге, Сапхашир Колотаха, Ара Шала Дацла, Эйзай Гуэштра, Шаджак Мепахгитха, Свуяна год, Ара Хайткаларагана Шала, Изадзари, Его Нашукскую Лички Замта, Еша, Худжигабдзам, Аусге, Имя Пулсо, Алла Айза Игвара, Яхаги, Ехит Хасве Бот. Аришко Атажира Идзураб, Ик Муса Идзеков Десхагуло, Алла Шара Ивдро, Алла Шара Десхагуло организации, Насгия, Харахучинзери, Яхвалкш, Нахагзет Хасвеяна Год. И так и сейчас Харстахоп и Таубдарат Заеза Заге. Ари Ажуластер Стахоп Арина Амипге Илана Эшпха Сатама Зисум Харгаладзам Ари Лукра Уяра Ара Кришлу Малаге Ахара Кратудза Анука Гана Хелаге Мепулгит. И то и так сделал шабит общаться. Села Шабейт, Яхя Браиз языки. Мы хотели бы прежде всего поблагодарить всех вас за то, что вы нашли время присутствовать на сегодняшнем мероприятии. Как вы видите, сегодня собрались не только в этом зале не только ученые, представители властных структур, гости, наши соотечественники из Кабардино-Балкарии, студенческая молодежь, представители средств массовой информации. Поводом для нашей сегодняшней встречи послужило издание книги «Абаза в Кабарде». Как ясно из названия, книга посвящена абхазам, абазинам, которые проживают на территории исторической Кабарды, в Кабардино-Балкарии. Тема, к сожалению, не получила заслуженного внимания в научной литературе, можно сказать, и в публицистической литературе. Немного об этом говорится, но вот одно из таких ярких исключений из этого правила, и можно считать интервью знаменитого ученого, видного общественного деятеля Заура Налоева. Как раз таки вот в одном из своих обширных интервью он высказался о значительной роли абазин в истории Кабардино-Балкарии, в истории Кабарды. И мы хотели бы в начале нашего сегодняшнего мероприятия, в начале сегодняшней презентации, отрывок из этого интервью вам предоставить, чтобы вы с ним ознакомились. Пожалуйста, внимание на экран. Дорогой мой друг Лена Англия, я больной в этой больнице, я ни с кем не стал бы разговаривать, кроме как с собой. Если ты меня позовешь в бой сейчас, я пойду с тобой. И разговор наш с тобой об абазинах я с удовольствием расскажу все то, что я могу сейчас рассказать. Было такое время, когда весь Северный Кавказ занимался проблемой Абхазии. И меня спросили, кто такие абхазы,
почему мы должны помогать абхазам? Я подумал и ответил им так. Представьте, говорю, себе 3 дерева, которые растут из одного корня. Можно ли убрать одно дерево так, чтобы не засохли другие 2? Нет, сказали. Вот абхазы, адыгейцы, кабардинцы и составляют эти 3 дерева. И мы не можем жить на этой земле без абхазов. Тогда я должен был добавить, что дерево, которое мы называем абхазским, имеет 2 больших крыла. Одно крыло – это абхазы, другое крыло – это абазины. И их разнять тоже нельзя. Плохо будет абазинам, плохо будет абхазам. Плохо будет абхазам, плохо будет абазинам. Им будет плохо, нам тоже будет плохо. Поэтому, если мы чего-нибудь строим на этой земле, должны держаться вместе. И мы должны это всегда помнить. Я думаю, что это должны помнить не только там, за границей, но прежде всего здесь. Абазины всегда жили среди кабардинцев, то есть адыгов. Пели они те же песни, что и мы. Рассказывали они те же сказки, те же предания, что и мы. Играли они ту же музыку, что и мы играли. И плясали они так же, как и плясали мы. Если у кабардинцев есть одна песня, то половина этой песни принадлежит абазинам. Если у абазин есть 2 песни, одна из них принадлежит нам. То есть в создании песенного искусства, сказочного искусства, эпического искусства адыгов принимали самые деятельные участия абазины, как и мы. Поэтому наш фольклор – это наша общая культура. И любая попытка перетащить его в какую-то сторону – это преступно, это обидно и для абазин, и для нас, кабардинцев. Поэтому нам надо понять до конца, что наша культура общая, и чем она богаче, тем лучше и абазинам, и адыгам. И только такой подход имеет научное значение, имеет и практическое значение. Разделить нас нельзя, не ущемляя кого-либо из нас. Я помню еще молоденький, ездил в экспедицию, я встречал абазин, молодых тоже, девочек, которые говорили на кабардинском языке, чистейший. И существует поговорка, когда, говорит, абазин овладевает кабардинским языком, он кабардинцам разговаривать уже не дает. Настолько он хорошо владеет языком. И это я встречал. Я, думая о судьбе этого народа, очень часто думаю об этом. Я не могу о них не думать. Вы знаете, главное, в чем сосредотачивается все вопросы, это проблема сохранения абазинского народа. Их было много здесь с нами. Это было сильное племя. Они были великолепные воины. Они были отличнейшие всадники. У них были прекрасные кузнецы, которые ковали мечи, ружья делали. Так вот, пропадет такой народ. Это убыль для всего мира, не только для нас. Главная проблема сейчас – это количественная проблема народа. Люди, которые ушли туда, за море, должны осознать это. Бросить свой народ – это гунах, это великий грех. В Коране об этом написано. И каждый народ, созданный Аллахом, должен сам себя сохранять. Мы должны говорить
адыга, абхазско-абазинской диаспоры об этом каждый день. Мы должны сделать так, чтобы это у них засело в голове от маленьких детей до самых глубоких стариков. Я хочу сказать, что в наше время народ может жить как народ, как отдельная нация, сохраняться только в том случае, если он будет сохранять свой исконный язык. Без языка нет народа. Народ, бросивший родной язык, бросил самого себя, бросил своих отцов и матерей. Это главное. Рядом с языком должна существовать абазинская литература, потому что это вместилище национальной идеологии. Это душа народа, спрятанная в книге. Я читал нардский эпос абазинского народа. Это великолепный эпос. И этим эпосом должен гордиться каждый абазин, все мы. Потому что это наша общая душа, запрятанная в эпосе. Я читал абазинские пословицы, поговорки. Они, наверное, очень похожи на ваши пословицы и поговорки. Как похожи и на наше. Вот это единство нашей души, единство нашей культуры, которое ценнее всего на свете. Народ абазинский, сохранивший эту великую ценность духовную, заслуживает того, чтобы у него будущее было прекрасным. И я очень хочу, чтобы этот прекрасный, красивый, умный народ действительно построил свое будущее. И чтобы этот народ стал бессмертным. Я хочу, чтобы все люди поняли величайшую ценность нации. Не по количеству нации ценна, своей неумирающей душой. Очень много народов загублено на этой земле. И это великий грех перед Господом Богом, за который должны будут отвечать те, которые погубили их, и те, которые смотрели на это равнодушно. И мы, равнодушие, это великое преступление, особенно равнодушие к судьбам народа. И мы должны бороться с этим равнодушием. Я так всегда думаю, я так всегда буду думать. Иногда вижу во сне абазин. Я разговариваю с абазинами на каком-то языке, который я не понимаю, но я разговариваю. Они меня понимают, я их понимаю. Это значит, что они у меня вот здесь сидят, в самом центре моего сердца. Поэтому я и вижу их во сне. Видит народ во сне вот таким, каким я их вижу, это значит иметь любовь к этому. Нация не может существовать без родного языка. Поэтому главная проблема любой нации – это сохранение родного языка. А как сохранить родного языка, если этот народ разбросан? Это чрезвычайно осложняет эту и без того сложную проблему. Поэтому для абазин сейчас такая же первостепенная проблема создания своего района, чтобы в этом районе они могли всегда ставить все необходимые национальные культурные проблемы. И в этом вопросе должны поддержать этот замечательный, красивый народ все мы, кабардинцы, адыгейцы, абхазы и диаспора, и Москва. Я очень надеюсь, что отношения черкесов и абазин наладятся до такой степени мудро и красиво, чтобы они сотрудничали
по всем этим вопросам. И черкесы, как более многочисленная нация, обязаны поддержать этот народ. Прежде всего, но не только они. Все мы обязаны. Мы это обязаны не только перед абазинским народом, мы обязаны перед Господом Богом. Если мы веруем в Бога, если мы считаем, что мы люди, и если мы ценим совесть свою, Спасибо. Я хотела бы напомнить, что мы заслушали отрывок из интервью ученого и общественного деятеля Заура Налоева. А теперь, с вашего позволения, позвольте зачитать приветственный адрес президента Международного объединения содействия развитию абазино-абхазского этноса Алашара Мусы Хабалевича Экзекова. Дорогие друзья, сегодня нам представляют книгу, значение которой не только в той информации, которую она содержит. Сам факт появления такого издания значит очень многое, так как она знаменует собой новый уровень национального самосознания абазин. Переход от восприятия «наши предки были абазинами» к пониманию «мы абазины». Это свидетельство того, что историческая память нашего народа жива, и нынешнее поколение хранит ее и готово передавать дальше. Я уверен, это ни в коем случае не нарушит сложившуюся гармонию во взаимоотношениях между народами Кабардино-Балкарской республики. Книга «Источник знаний» и книга «Абаза в Кабарде» станет для многих носителей абазинских фамилий в Кабардино-Балкарии источником новых знаний о собственной истории. Я благодарю ее создателей Боту Ажипа, Руслана Кармова, Владимира Пшенокова за проделанный труд, за искренний интерес к судьбе своего народа. Желаю всем процветания в единой семье народов России. С уважением, президент Международного абазино-абхазского объединения Алашара, председатель правления Ассоциации абазинских общественных организаций Апсадгил Муса Хабалевич Экзеков. В начале нашего сегодняшнего мероприятия Вадим Николаевич предоставил мне слово, я хочу ему вернуть долг, позвать его на сцену для приветственного слова председателя комитета по репатриации Республики Абхазия Вадим Николаевич Харазия. Честно говоря, неожиданно. Я вроде поприветствовал, да. Я еще раз искренне хочу моим братьям Володе и Руслану, нашему другу Боте, выразить огромную благодарность. Действительно, это большой труд. Это труд не одного часа, это труд, ученые не дадут соврать, адский труд, если можно так выразиться. И я как вначале говорил, я думаю, что эта книга нас объединит. Мы возлагаем большие надежды. Я благодарен Мусе Экзекову за то, что я хочу, наверное, не все знают, у нас между Государственным комитетом репатриации и объединением Алашара заключен договор о взаимодействии в работе. Аналогичный договор у нас и с молодежной общественной организацией Кабардино-Балкарии, Нальчики, которые находятся тоже. Мы нашли понимание, нашли дорогу друг к другу. И такие же аналогичные у нас договора и с Абхазским культурным центром в Турции в 2015 году, который был заключен. Я могу с гордостью сказать, что в прошлом году, в 2016, в конце года, в Амане, в государстве Иордании, заключен договор между культурным центром Амана, Абхазским культурным центром Амана и между нами. То есть география расширяется,
И я думаю, что это не просто какой-то штамп или какая-то бумага, а это серьезное намерение, и мы будем расширять наши братские узы, и мы будем расширять нашу работу. Итак, исход аратухума теубхашас ход ари усура яцахцот хаешира وجيم زرك وانزشش فزز عام تقوي قزات في عام توجه عنجنا أبردنا الصوب بيبش بزيخو حجو خريط كو ناجل كو كوكازي كون فهرين وي أنتي حبي شت وبيبي بعمر يغملات ويزا عامته أقولش كل جلو هجاري جلو حبدوت عام تبزير خيد مرقتها شكنا حرترت وي هيايوت يا حاجة هستقول خي تاخذ صوت وجي أبرين يا شبيه مش حيد نقول هجلة دي لحقة راح تخوض هسه تشا بيبش بس بيمش هرا هزم خد سباسي بعض وزر بيبش كي تيخر أخا ريجي حشياي وبرزقود يتاخذ تو يمش شتا بعد الجبل هاجي رحت وضرب خبزة سوساو سوتامس شو بقسم تتزام زيت. Спасибо большое. Как уже было сказано в начале сегодняшнего мероприятия, нашей встречи, презентации, тема действительно довольно мало изучена, мало исследований посвящено изучению жизни и истории абазин, которые проживают в настоящее время в Кабардино-Балкарии. Я хочу сказать, что один из составителей книги 25 лет изучал в архивах страны генеалогию кабардинских родов и написал не одну книгу на эту тему. 9 лет проработал в архиве Кабардино-Балкарской республики. В настоящее время заведует отделом научной библиотеки КБГУ. Это наш соотечественник Абазин из Кабардино-Балкарии. Я хотела бы предоставить ему слово как одному из составителей книги. Пожалуйста, Кармов Руслан Карнетович. Я первый раз в Абхазии. В принципе, все, что есть в книге, я думаю, вы сами почитаете. Это просто попытка обозначить тему. Дальше будет, наверное, интереснее работать. Еще раз, я первый раз в Абхазии, очень приятно почувствовал то, что я дома. Я не приехал в гости, я домой приехал. Мечта, когда образовалось государство Грузия, извиняюсь, когда образовалось государство Абхазия, первая мечта у меня была получить паспорт независимого государства. Это давняя мечта нашего народа. Единственное, за счет того, что много лет я проработал на госслужбе, вы знаете, человек, чиновник не имеет права получить паспорт другого государства, не получалось до этого дойти. На сегодняшний день, имея возможность просто хотя бы для того, чтобы быть гражданином своего государства, я приехал сюда, и таких людей в Кабардино-Балкарии очень много. Вот. Мне было удивительно, каждый человек знает свое место лучше, где он находится, где он вырос. Мне было удивительно, когда Бота сказал, что об абазинах, которые находятся в Кабарде, в Абхазии, ничего не знают. В Кабарде их не просто много, их очень много. Нет семьи, в которой, если она не абазинская, нет семьи, в которой не было бы родственника абазин. Об этом все прекрасно помнят. Все прекрасно знают. Все прекрасно знают о том, что абазины пришли из Абхазии. Абхазию
в Кабарде воспринимают как свою родину. И возвращаясь к книге, ну, все равно, вот, ну, я же говорю еще раз, в Кабарде это само собой разумеющееся, не требующее доказательств. И нам тем более удивительно, что где-то что-то об этом мало знают. Ну, тот же наш великий ученый, этнограф Заур Налоев, являвшийся одним из самых авторитетных ученых нашей республики, то, что он сказал, мы обязаны делать, мы обязаны пойти по этому пути для того, чтобы вернуть, может быть, какие-то потраченные позиции, хотя я так не считаю, абазин в Кабарде. И последнее, что я хотел сказать, вот в книге это обозначено. Абазины в Кабарде никогда не теряли своего достоинства, всегда придерживались своих традиций, своего, у нас в Кабарде говорят напа, совести, апсувара. И это, если начать копать и проявлять, это проявляется везде, во многих направлениях. В Кабарде нет места, направления науки, песни, что угодно, где не было бы абазинского следа. И мы там высоко держим знамя абхазского народа. Я вас уверяю, что мы его не опускаем, может быть, не напрямую, но мы своим поведением его не опускаем и поддерживаем традиции Абхазии. Спасибо. Спасибо еще раз авторам книги, которые проделали действительно колоссальный труд и очень много новых материалов открыли. Я хотела бы сейчас предоставить слово рецензенту книги, ведущему научному сотруднику отдела этнологии Абхазского института гуманитарных исследований, доктору исторических наук, профессору АГУ Теймуразу Алиевичу Ачугба. Спасибо. Уважаемые друзья, действительно перед нами книга очень важного характера, очень нужного. Но я бы, прежде чем перейти непосредственно к книге, я хотел бы продолжить тот поучительный разговор, который только что мы слушали от лица великого кабардинца Адига Заура Налоева об общности наших народов. Действительно, у нас много специалистов, ну не так много, но есть все равно люди, которые долгое время занимались изучением наших корней, исторических, этнокультурных, генетических корней. И один из них, наш первый президент, академик Владислав Григорьевич Ардзинко. Многое сделано нашими учеными из Северного Кавказа, тем же Кумаховым, тем же Гажноковым, нашими учеными Шала Денисовичем Миналика, Георгием Алексеевичем Зизария. Вот здесь сидит у нас Шотахичевич Салакая, великий специалист
нардского эпоса. Здесь сидят люди из Академии наук во главе нашего президента. И они очень хорошо знают, что наши корни действительно едины. Ну, кто меня знает, наверное, знает и о том, что мои предки были из тех абхазов, которые были когда-то депортированы из Абхазии. И вот мы оказались в Турции. Я хочу привести вот такой пример. Вот когда спрашивали, значит, если абхаз спрашивает абхаза, кто вы по национальности, он говорил сапсу. А если спрашивали, ну, например, в той же Аджаре, где я родился, где я вырос, если спрашивали русские или грузины, ты кто по национальности? Он говорит, я абхаз. А если спрашивали турки на турецком языке, sen kimsun? Ben абазаим, я абаза. Но есть еще общеобъединяющий такой этноним, это черкес. Когда человек не понимал, кто ты, абхаз, апсу, абхаз или абаза, то говорили, вы черкесы, да? Да, мы черкесы. И вот действительно в источниках очень много материалов, где говорится о том, что, например, когда решалась судьба 19 века быть или не быть абхазом-адыгом, в различных документах Российской империи говорилось о населении, о черкесском населении, которое проживало от Кубани до Ингура. Туда входили и абхазы, и убыхи, и адыги. Все адыги. Я имею в виду всех этнографических групп или субэтносов, как сегодня принято говорить. Я бы хотел еще привести такой момент. Вот, например, когда говорили об Абхазии, и именно речь идет об абхазах. И, кстати, это в нашей литературе тоже, в этнографической литературе тоже часто неправильно интерпретируется. Вот, например, на Северном Кавказе живут абаза. Ну, одни, конечно, я имею в виду в основном 19 века, специалисты или не специалисты, военные или этнографы, или просто путешественники, когда говорят, значит, абхазы проживают на южной части Кавказского хребта и на северной части Кавказского хребта. Далее идет вопрос, абазины проживают на юге и на севере. Вот, например, наш известный, ну, можно сказать, самый известный абхаз 19 века Келишпея Чачпа. Во многих источниках, официальных российских источниках называют его в одном месте, если говорят, он абхазский владетель, в другом месте говорят абазинский владетель Чачпа, или тогда, как в официальных источниках говорили, Шервашидзе. Так что действительно наши корни общие, но вместе с тем у нас есть свои особенности. Свои особенности, которые в какой-то степени отделяют, но и вместе с тем и объединяют. Вот книга, которая у вас перед вами, сейчас я думаю, что многие из вас получили, действительно, книга очень интересная. Так получилось, что составители обратились ко мне еще тогда, когда еще книга не была издана, она была в рукописном варианте. Я с удовольствием прочитал, и не просто прочитал, у меня были с ними вопросы, ответы, в какой-то степени, значит, и споры тоже, чтобы книга вышла на таком уровне, на котором требуется. Без политики, без того, что что-то, знаете, вот когда у человека создается национальное самосознание, человек считает себя представителем того или иного народа, он не хочет пересмотреть. Да, предки были те, предки были эти, но он сегодня считает представителем этого народа. Так что все надо учитывать, и все эти моменты учтены, я насколько понимаю, я насколько знаю в этой книге. Главная ценность. Ну, книга состоит, вы уже как видите, из предисловия, такого обширного
взвешенного предисловия, первой части, второй части и, ну, как там сказано, и пишется раздел первого раздела, второго раздела, и в конце дается, значит, документы, непосредственно касающиеся грузино-абхазской войны, приложений. Что касается первого раздела, здесь немало источников, вернее, научных трудов, около более 10 научных трудов, известных и молодых ученых, в том числе составителей этой книги. И надо сказать, что они, конечно, разные. Там есть некоторые моменты, с которыми я, например, не могу согласиться, когда Абазин делят на южный и северный Абазин и так далее. Я уже говорил об этом в какой-то степени, но вместе с тем они дают возможность, подготавливают читателя, чтобы он перешел к источникам. Источники, они, конечно, имеют свою силу, имеют свои особенности, имеют свой язык, имеют. И вот источники, первый источник, их всего 87 источников, первый источник начинается с 1744 года. А последний, вот, так смотреть, книга последняя, это 1876 года. Вот обратите внимание, какой период. Можно сказать, самый страшный, самый трагический период наших народов, абхазов, абазин, адыгов, убыхов. Когда стоял вопрос о полном выселении, депортации наших народов с Кавказа. Война, русско-кавказская война, события, которые происходили здесь, страшные. Это просто описать ни одна книга не может, ни 10, ни 100 книг не могут описать, и ни один фильм, сколько бы ни ставили, мы не можем ощущать и увидеть тот, значит, момент, те процессы, которые происходили тогда. Но несмотря на все сложности, все-таки на Кавказе осталась часть, я имею в виду часть абхазо-адыгов, это около 20% абхазов остались с абазинами вместе, и около 10%, некоторые ученые считают, до 5% адыгов остались. А у убыхов, ну, есть источники, где говорят, что около 40 человек остались на Кавказе. Из примерно от 7 до 8 тысяч человек. Но это история. И вот мы должны смотреть на будущее. И действительно нам дают возможность наши составители, чтобы мы смотрели на будущее, чтобы мы были всегда вместе, чтобы мы объединялись во всех делах. И вот приложение, о чем я говорил, в приложении дается список, во-первых, дается список абазин, ну, фамилии, абазинских фамилий, которые проживают сегодня в Кабарде, и даются списки первых добровольцев, которые пришли на помощь Абхазии в августе 1992 года. И вот там, если вы обратили внимание, там есть вот по списку один из них, наш известный этнограф, ученый, кавказовед Бараспи Хачимович Гажноков. Не просто он приехал, он знал, куда ехал, и как и другие друзья, товарищи, наши братья во главе с Асналеевым, нашим героем, они знали, куда едут, за что едут. И там есть списки, которые отражают наших героев, в том числе героев Абхазии, награжденных орденом Леона, награжденных за отвагу. И, наконец, я бы хотел воспользоваться случаем
И вот это одна книга, вот 2-3 книги. Вот, кстати, книга вышла под грифом Международного центра кавказоведения. Вот председатель этого центра является Гурам Гумба, который буквально сегодня утром приехал из Адыгеи, и он передал привет, и у нас есть возможность и дальше продолжить эту работу, помогать нашим молодым ученым. И вот это, конечно, недостаточно. Недостаточно, потому что у нас накопились материалы и на Северном Кавказе, и, так скажем, на Южном Кавказе, именно в Абхазии, в Сухуме. У нас есть специалисты, у нас есть, значит, факты, когда, ну, не так много, но наши студенты, наши аспиранты учатся на Северном Кавказе, к нашим, значит, кабардинцам, ученым кабардинцам, черкесам, как сегодня говорят, адыгейцам, но это все адыги, вы знаете хорошо. У нас есть аспирант, вот недавно окончил, я не знаю, сейчас здесь присутствует или нет, он мой бывший аспирант Тимур Кешов, который, кстати, занимался очень хорошо, учился в университете, и у него тема, очень интересная тема, об антропонимии абхазов, абазин. Я думаю, что эти, значит, моменты необходимо использовать, но вместе с тем, если у меня есть такое предложение, что вообще-то может стоить подумать Академии наук Абхазии, дирекции Абхазского института, создать при Абхазском институте отдел кавказоведения. Мы могли бы пригласить людей из Северного Кавказа, пригласить людей из местных наших, из университета, молодых, которые хорошо учатся, которые являются патриотами своей родины, своих народов, чтобы они продолжили это хорошее дело, потому что у нас наши народы разбросаны по всему миру. Один из тех народов, наверное, трудно сравнить с другими народами, вот, например, кроме евреев и некоторых еще других, что такая большая часть наших народов находились за пределами нашей Родины. Так что необходимо и с ними работать, приглашать и оттуда специалистов, приглашать и привести сюда архивные материалы, литературу, то, что издается за пределами Абхазии, Кавказа. И в конце я хочу поблагодарить наших молодых, я считаю, молодыми ученых и пожелать новых и новых успехов на благо науки, на благо общего нашего абхазо-адыгского дела. Спасибо. Большое спасибо, Тимур Алиевич, за очень интересный, как всегда, такой краткий доклад. Я хотела бы сказать, что у нас в программе предусмотрено еще несколько выступлений, заявленных выступлений, но вот уже поступают просьбы о том, чтобы вот выступить, высказать свое мнение по отношению к этой книге, свои впечатления. Мы обязательно всем предоставим слово, поэтому я попросила выступающих придерживаться регламента. У нас он такой негласный, ну вот 5 минут как-нибудь. Давайте постараемся никого не обидеть, чтобы все могли высказаться, чтобы все могли выступить. Вы говорили очень интересно, поэтому вам разрешается. Позвольте мне предоставить слово президенту Академии наук Абхазии, доктору филологических наук, профессору Агу, академику Академии наук Абхазии Джапо Зурабу Джатовичу. Аудитория, и шиш бывш ашко, а жанр дарадз бас
ивадивни и лоп ивадивна. И Мариам Куюхоп, ашко структура ашек гыдыша. Убри сасгванал я напшвит ухар пихоп, хара хаетнас, апсуа, базако, хаетнас турх, яхнагахо, рыц хараква, рычана. Убеешь куюбас и пшиело шас боцера. Быс убияду гыдаравай. Сара хымпада шко цака сагыладу, сара сайторых цавим, насге сылап шахызга хитопашко, сылап шахызга хитопахым пивус сагыладу мацака. Сгуяна год шко тыцра, ус биография тысым хымпада, их зершаз, их азтаз, еще подергила за шко, хымпада и шутсны холоп. Шапка какие-то девчонок шизейгас счет. Даже где спортистов выжлан захаззидили воз анзамта чузить хахайт Кавказ отцы идут за урналой в Якомпи при закузалах где шко Кавказ ажларко апсуа база дыга и дызгыло торых и чырзго ахтыс короб хара хазызхап шиша хазх ихахтала шо бригана хала брешкуде сгуяна год бari хара хаетнас яйцах милхоза апсуа база дыга этнас торых езгуфа. А база квамацар торых акумквама апсуа база дыга этнос. Язгуп mazapхазот ара язгвартит его по статье когулу бабхат ёхтаджун я хапсас этас хаквит сырмыпхец вай гипотеза казшазмо тут квака заравит выйдя кадиурам вы отцара я казшо я хагея харакуп хазбхазот дара материал кархатака подлинные материалы подлинные тексты вы отцавизу ахым подапхакай фортоход даже заруб даже где бли аймакейчак из суджера калар дивует шабзам бре хаб ажла картах роза самыпхадзас тах исход хаба баев яла гудажла баев сашта заозра баев база жлоб хасхачи загадум зра ахаз иззымдру идябл и вапси жлома дача база жлома, хабарда жлома, харава дию, пари дараз за ихен тузару пера. Хаба вапса арзагана, ажла плия вапси жло. Харахзаган псуа жло пхымпада, жакала рачка, дараз за ицауло, дараз за юа дию, зинзаск зыхатараму зара кудюху, пара зинзаск зыпшара за аяшакан за нера хамуху. Бахаусы зло, уябзам, хасквяны куда брейшпатыцрача. А ус зло материал часхавит, апшаю, турых цавит, идея цави, Кавказа цави, на крестацкую материал кугулу, хымпада вычутра, пьёк наски, ячни сварстахуп, муса, игзеков, яра дунейшла, жарат и цара, да захагулу ала шара, адгылар анат это шпатыжра, вы дарадзе, ятшни сготера пихоп, муса игзеков псна, ди базашта, иник до программах, дзидгуло старок, рачанихов вызыть шариш дырвы такар, яра псынге при псна цара дырок в академии, яра да захагулу ала шари, айк шахатри хамуала, а ус чуцко дарат и хатрику хаетнас змырзва, хаетнас турыхки, безшепеде, мягкзо, азараку, бекун би сарге, академия хзала дарз итабубха, хысхава дикайта зад гылара, шардишин снахова. Обзирай шукса. Спасибо большое. Как вот только что было отмечено, в книге действительно содержится очень много архивных документов. Книга состоит из 450 страниц, 300 из которых вот посвящены как раз архивным документам, многие из которых проливают свет на
определенные периоды в нашей истории, которым, может быть, было уделено недостаточное внимание прежде. Значит, эти документы охватывают период с конца XVIII века по XIX век, поэтому для всех историков, наверное, книга является интересной и такой, скажем так, обязательной к прочтению. Я думаю, что подробнее об этом может рассказать один из составителей и авторов книги, без активного участия которого, наверное, выход в свет этой книги был бы невозможен. Я попросила бы подойти к трибуне Роланда Ажиба. Все казаки. Абри ашпон ихейтез хазги хабхиш туцкс рабхез сраядс соусаз заузер абсна ихабс улар демография атгоз шахазги хадрут хажлар бхирта адуней юксубирачно аха Абрездара соусаз заузер иныздыр рабхеза дару мушизбе добра хабарда бисхаб хабсу хабаза жлар оқубха нас хайчажру конами пасеги убаси хазби добри зара иге арца улана архив материал китконаш оқа хазаб избанзер сесепшизм дерудары рачоп يحضرت حجلرجة وبريماچم كويزحامو عامر زاردرا يرتشوبو باس زاركو يخا قبردان بي مرشان كدايوزر سبسو برا أبسنا غنتكارا هدولو يرسدس كورستخو بنيها زاركو يزفرزوت ورا أبسو حاوزنامي وتسنويشي كورقل ناس واحد حكى لبحة يخا تربطوا يقابسوا سيري يقابسوا يوم دش عند كارجز يقابسوا يجابخي ويزدارب كلهم وبس حرو ماجي حرت في الزم حملات حاول خمارت يدر إني لاح خرطوا يخا قبارد زولسكي باكسانسكي رايون داري رتشوب حبسو حبازا جلار خدخرت يرولتا زورتا يحرا قبري ابراجي او بماتيريالكو تحت شالا ينكورتوز اورس Кавказ Айбешран, Минвод, Пятигорье, Дары Рачадзина, Лахи Карца Заважла Роб. Нас Артдала Цабала Арчамджуге, Дара Ирачана Маршана, Ркета Курымана, Яхидзаз Вахи Цаквазаку. Его пажла Коежи Аутахума, Мату Аутахума, Бас Дары Ирачана Жлукуху. يخبص يلخم تاقوا أبريشقو س دارا وس بزيو بحيس بخزود يزبانزر حالك رسوني خانر دعاو حبسو جوار حبازر جوار وبرا عبار ديقو ارتقوا از شايل كارا أبري نايو يحد حكولرتو أبرا حزرقاش شقوب هكذا شكا حريق الصح عند كارا أبرت حمر بتاسكوا بسنقة رمية عارترا زقياتهم ورا يخا وي درشنسكي حويق وبرحوت الخلص زخا ورترزق رباز اشترا زخاش تزقيرة شوق يقو باشكون شبريش وين تتس ياخو شنو ورا باس حتورخ وزعب حزلك وعد تزقيقو رجلك ورم بساخ تزيد ترى زولسكي ريون رح يدوب جالن وزنيو وجوست داهيني بس داو ساسا بازو أبازا تلبك يحوت أبازا يرلز صبح وبريجي أتوقتون بيبقالين يخا ويزدار اشتخنا بسن رابخت وبريزدار اشناخر وبيزبانزر يخا حند كار حامو يخا سبازو بسحو زجل زخشا زاجلر حاينا بسن حتى حكلر حتى خوبا نرحو يقول كلنا يا هذا حكولر دوباسي قامشن في حيتاب يا حيتات بريبو بريجي عند كاري الزارة ياخو بشبه سوي أنا قلت
Брёпис Харистохлаза. Спасибо. Те, кто уже успел посмотреть книгу, обратили внимание на то, что у книги коллектив авторов, точнее 3 автора. И если позволите, я хотела бы предоставить слово одному из составителей, автору книги «Абаза в Кабарде», представителю организации «Алышеров» Кабардино-Балкарской республики, историку, действующему члену Русского географического общества Пшенокову Владимиру Анатольевичу. Всем добрый день, спасибо за внимание, что вы пришли к нам, выслушать нас, поддержать нас на этот тренинг. Хотелось обозначить так, чтобы вы понимали ту задачу, которую мы преследовали при составлении этой книги. Именно начинается все с названия. Название «Абаза в Кабарде». Многие до сих пор не понимают того, на самом деле, что происходит буквально, скажем, за хребтом. Это Северный Кавказ, на котором есть территория, не маленькая территория, и там проживают, вот так перечислил районы сейчас, это Зольский, Бактанский район, и то, что там проживают, они не скрывают того, что это Абаза, очень важно. Кто такие, вообще, что такое территориальная Кабарда, это второе, Абаза в Кабарде. Я думаю, в Абхазии все знают, что такое Кабарда, территориально, люди, которые там проживают. И многие, если бы, как говорится, они говорили чисто на абхазском языке, это были бы те люди, которые, они, это абхазы сказали бы так, судя по их менталитету, по их поведению. В этой книге также и список указан тех людей, которые сюда приехали по зову сердца своего. Не то, что там защитить землю, они приехали не просто так. Многие, как подмечено было, это фамилии в этих списках добровольцев являются именно этнические абаза. Тут много смысла в этой книге есть, и весь смысл и задача для того, чтобы объединить, несмотря на то, что Северный Кавказ, там, Адыгея, много внимания уделяется диаспорам за рубежом, которые проживают, а как бы этот пласт немного отложен на задний план. Но те процессы, которые сегодня происходят в нашем обществе, в мире в целом, это глобальные процессы. Если сейчас генофонд, который образовывается здесь, в Абхазии, он идет так, как он идет. Это вы сами знаете, геополитика, какая у вас здесь сегодня проводится, какая в округе проводится геополитика. Здесь много серьезных людей, которые, я больше чем уверен, знают про это. И как бы не уделять внимание своей диаспоре, которая проживает здесь рядышком, совсем рядом, это тоже было бы немножко, скажем, нехорошо. На обложке внутренней нарисована картина, Шамеев Руслан ее нарисовал, на стене у моего дяди, у Артура Пшенокова, который первый со Сналивым прибыл сюда. И там на этой рисунке это небольшая история моего рода. Там фотографии взяли, вот они сели вместе и нарисовали так. Один с Америки, другой с Турции, с Иордании, с Германии. И была нарисована эта картина по факту, по лицам. Это не придуманная история, вот так Артур придумал, и они с Русланом ее так нарисовали. Точнее, Руслан Шамеев рисовал. Это его работа, это очень
талантливый художник из Кабардино-Балкарии. И назвали ее «Мы вернемся». В Карачаево-Черкесии на презентации к нам подходили историки, которые сразу говорили такие вещи. Мы фундаментальность этой книги поняли. А до этого мы читали отзывы в интернете со всех сторон. И нам без разницы, что там пишут, потому что мы поняли, что заложено в этой книге. То есть даже не открывая эту книгу, в одном названии они поняли, что это все делается для того, чтобы объединить именно народ Абаза. И чтобы вот такие рисунки, картины не рисовались, и чтобы объединился народ. Не только на этой картинке маленькой возле этой лодки, когда они уходили не в известность, неизвестно куда, а здесь, на территории, которая когда-то была заселена именно нашими предками, так же, как и вашими предками. И что это игнорировать нельзя ни в коем случае. Потому что наши дети ни вам, ни нам, никому этого не простят. И этот долг мы должны отдать, каждый из нас. Почему должны отдать? Потому что мы уже, когда родились, мы с обязанностью родились. Каждый со своей обязанностью. И без разницы, в аварии мы погибнем, или в 100-летнем возрасте умрем. Но свой долг мы каждый должны отдать этой земле. Я не знаю, как кто поймет эту книгу, но чтобы вы примерно понимали, в чем дело и для чего это делалось. В Кабардино-Балкарии проживают также и балкарские фамилии, и кабардинские фамилии, чтобы изменять кто-то, что-то, как в Турции, например, в Иордании, они изменялись фамилии, такая политика велась, такая программа была. Была война, прошла война. В сегодняшнем обществе многие говорят, нам мешает Российская империя, нам мешает вот политика, геополитика сегодняшнего строя. Я 2 раза с аппаратом президента вел переписку. Мне на 2-й раз пришло уже проанализированный с Института геополитики ответ на Министерство культуры. Там была полная поддержка и помощь, как приходите, обращайтесь, но мне, честно говоря, не с кем было прийти и обратиться. Поэтому хочется объединить единомышленников вот именно под этим делом. Также я могу подчеркнуть, что я мало вижу препятствий с Российской Федерацией, потому что вот мои коллеги, я работаю тоже в Русском географическом обществе, я не знаю, вот, я знаю, кто диссертации по упыхам защищал, я знаю сборники, кто издает в Кубанском государственном университете, также по упыхам, по абхазам у них хорошие работы, по топонимам хорошие работы. Я не знаю, они не прячут, это не... Только больше и больше обозначений этих топонимов, что здесь были убыхи, проживали, такие фамилии, также придерживаясь архивных материалов. Поэтому огромная к вам всем просьба понять именно фундаментальность не только этой книги, а саму сущность того, что кто мы здесь и зачем мы здесь. Я думаю, маленькую каплю я вложил, если в это дело, то я хоть мало-мальски, но свою функцию выполнил в этой жизни. Хотя бы если 10 человек себя осознают, что он Абаза, это уже хорошо будет лично для меня. Поэтому огромная вам всем просьба. Вы старше, я много вижу, я очень вас уважаю, многих работы читал, сталкивался, опираюсь на эти материалы. Поддерживайте нас, поддерживайте молодежь, тех, кто идут за вами, своими знаниями, своей любовью к родине своей. Спасибо вам большое за все. Спасибо большое. Хотела бы сказать, что сегодня у нас в гостях присутствует еще один действительный член Российского географического общества, историк Кизилов Андрей Сергеевич, которого мы тоже хотели бы попросить выступить.
добрый день. Ну, многие знают меня и мою деятельность за последние годы. Поэтому я хотел бы немножко сказать в другом ключе этот вопрос, который сегодня мы обсуждаем. В художественном, творческом. Когда мы смотрим на древние фрески, древние мозаики античного времени, средневекового времени, как часто мы печалимся, что на этих фресках не хватает элементов. Обсыпалась смальта, обсыпалась краска. А это лицо человечества. Человечество – это народы. И именно гармония этой многоцветной мозаики создает все то прекрасное, что существует на этой планете, человечество. И все эти маленькие фрагменты – это народы. И вот теряя эти фрагменты, человечество себя обкрадывает. Каждый народ в равной степени ценен для нашей общей всепланетной цивилизации. И вот сейчас, когда многие народы оказались в малом количестве конкретно своих людей, восстанавливаете этносы, субэтносы, мы тем самым пытаемся сохранить ту прекрасную картину, которую мы можем, в принципе, потерять. Мы занимаемся в Сочи исследованием этих вопросов, и Абаза для нас наша составная часть историческая. Многие цивилизованные, казалось бы, люди обрели образование, но потеряли культуру. Я неоднократно принимал в Сочи делегации из разных стран, в том числе из университета Джорджа Вашингтона, Сиэтл. И американская, к примеру, образованность резко нарывалась на рифы своего собственного бескультурия. Когда я им говорю: дорогие гости, я приветствую вас на вашей исторической родине. Они делают несколько квадратные глаза. Я говорю: ребята, ну ведь давайте определимся с того, что во всем мире европейская раса, один из главных названий, это кавказская раса. Значит, когда-то ваши корни происходили и отсюда. И вот именно та гармония, которая будет здесь, на вашей пра-пра-пра-родине, она как раз-таки и важна для той гармонии, которая будет в дальнейшем существовать в мире. Я считаю, что эта книга очень важна, потому что как бы именно документы, которые в ней изложены, они позволяют смотреть на жизнь, на многоцветие народов с правильной точки зрения, не субъективной, придуманной из каких-то популистских бульварных изданий и из желтых страниц интернета, а из живых, реальных фактов, документов, которые описаны о реальных живых людях. Я полагаю, эта книга во многом поможет в дальнейшем и нашей работе в Сочи. Ну, например, несколько лет назад я выявил остатки древнего средневекового сооружения, очевидно, храма в селе Абазинка. Абазинка – это Сочи, естественно. Третий год пытаюсь поставить на официальную охрану этот объект археологический. Вы знаете, что у нас вступил не так давно новый закон об археологии в России, который очень сильно наступил на горло всем настоящим археологам. Усложнились процессы. Но тем не менее, именно благодаря совместному взаимопониманию всех нас, живущих на нашей Кавказской земле, которая нас воспитала, вскормила, взрастила, и благодаря вот нашему пониманию этому и взаимопомощи и можно достигнуть той гармонии, которая в дальнейшем пригодится всем нашим внукам, правнукам и их детям. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, конечно же, совершенно очевидно, что в рамках одной книги невозможно изучить исчерпывающим образом такую обширную тему, которая была затронута в данной книге, тем более, что эта книга является, по сути, своим сборником материалов и архивных документов. Фактически составители книги обозначили тему
они поставили вопросы, и то, что вокруг этой книги разворачиваются дискуссии, появляются комментарии, может быть, какая-то критика, наверное, это говорит прежде всего о том, что к теме существует интерес, и тема ждет дальнейших исследований, своих исследователей, и надеемся, что тема она получит развитие, это и в Абхазии, и на Северном Кавказе в частности. А теперь в завершении вот сегодняшней нашей презентации мы хотели бы предоставить слово известному историку, популяризатору науки, историографу, библиографу, источниковеду, автору представленного в книге исследования «Убыхи. Наша общая история», старшему научному сотруднику отдела источниковедения Абхазского института гуманитарных исследований Гожба Руслану Хаджиратовичу. Спасибо. Столько эпитетов не нужно было, конечно. Я когда вот здесь сидел, в заключении, вспомнил свои студенческие годы. Очень интересные вещи. 70-й год где-то. И вон там песня Хаджретов о мужестве, в общем, наших абазин. Прямо до сих пор почти наизусть помню эту песню. Потом, почему кабардинские пши чтят Кябзе ханов Мудави, Мудави, то есть от наших предков. Потом весь МОМ, конечно, я тогда просмотрел, и помню, он тоже попался. Хакучинец Маршан и Чо. И вот эти вещи у меня вот как-то в подсознании зародились, а почему никто этими делами не занимается? Еще много, потом Хан Гирей, у него очень много, потом Шора Ногмов. Вот всех их тогда я в студенческие годы просмотрел, читал. И подсознательно думал, почему никто из наших абхазцев, ни Кабарде, ни Вадыгей, нашими корнями, нашими следами не занимается. А потом у меня был такой очень один интересный случай. В 90-м году, когда уже пошли форумские движения, он говорит, приехало 3 ребят из Кабарды, встретили их. Ну, пошли. Смотрим, ну, 3 стоят ребят, поздоровались. Я так на одного посмотрел, улыбнулся и сказал, извините, вы не абхазских корней? Он тоже понял, говорит, а вы откуда знаете? Я говорю, у вас на лице написано. А он мне в ответ говорит, а как на вашем языке конский след? Я говорю, чишта. А он чишта, потому что, ну, у них звука нету. Он, ну, мы обнялись. А рядом другой стоит, так говорит, а почему вы мою фамилию не спрашиваете? Думаю, что я сказал? А как ваша фамилия? Я говорю. Он говорит, Паштов. Я говорю, Пашты, паны, я вместе бельдыры, маршаны. Смотрю, на кого-то он похож. Потом познакомился с маршалами, как будто 2 родных брата. Один выше, другой ниже. И тогда тоже я подумал, ну почему до сих пор нет никаких исследований по этому поводу? И огромное спасибо вот вам, ребята, огромное спасибо. И тем, кто инициативу проявил, я знаю, конкретно их имена не называются, но они тоже проявили инициативу, рядом стали, сделали нам такой дорогой подарок, разбудили и наше самосознание, ну не и тех, кого спит, конечно, и там тоже. Вообще я всегда говорил и буду говорить, что выше источников – это фундамент знания. Это основа, на котором держится дом. Ничего нету исследования, это уже 2-я часть. И я думаю, что в дальнейшем, благодаря энергии, благодаря тому, что внутреннему огню, есть хорошие 2 абхазских слова, которые мы все любим, но редко по этому принципу действуем. Это гублыра и фушера. Мудрость сердца и огонь сердца. Вот если мы будем действовать по этому принципу, у нас все получится. Пейшима за того подскыбзи абсаха. Спасибо большое. Я хочу сказать, добавить то, что я сказала, что вот один раздел в книге написал Руслан Хаджиратович «Убыхи. Наша общая история». Оказалось, что 2. Дал Цабал, хроника событий 19 век. Также принадлежит его перу, скажем так.
Я хочу сказать, что на этом заявленные выступления закончились, но вот если есть желающие, мы готовы предоставить слово. Вот я бы хотела дать слово сейчас доктору филологических наук, профессору, академику Абхазской академии наук Абхазии Экбе Энварби Алиевичу. Я бы не имею права не выступить, потому что я тот абазин, который из Кабарды. Я родился в селе Старокувинск Карачаево-Черкесской республики, учился в Черкесской школе номер 9, закончил и после этого поступил в Кабардино-Балкарский государственный университет и прожил в Кабарде 20 лет. Вся молодость, все это самое прошло в Кабарде. Мне очень приятно, что такая книга появилась на свет. Почему? Потому что меньше всего по истории, этнографии кавказских народов написано об абазинах. У нас, к сожалению, нет таких выдающихся ученых, как Иналипа, Дзидзария, ну и многие-многие другие основоположники фундаментальных вот этих позиций, которые в то время, когда все архивы были закрыты, все, ничего не разрешалось нигде брать, они, значит, воссоздавали историю абазин-абхаза. Ну, однозначно мы все... я эту книгу прочитал вот и тут. И меня... здесь есть много спорных вопросов. Одно бесспорно, что абазины и абхазы – это один народ. Абазины просто территориально вышли в свое время, где-то начиная с 7 века переселялись. Вот моя фамилия, мой род, например, выселился после окончания Кавказской войны 8 июля 1864 года, уже после парада на Красной Поляне, когда война закончилась, после этого еще 1,5 месяца Псху сражалась за свою свободу и независимость. Поэтому в Псху ни одной семьи не оставили. Всех выселили до единого. Значит, 110 семей было выселено на Северный Кавказ, а 400 семей было выслано в Турцию. Причем братья моего прадеда, они были высланы в Турцию, потому что здесь на религиозной основе наши предки вообще были язычниками. И они сейчас, в принципе, ни мусульманство особо не признавали, ни христианство особо не признавали. Вы где видели в те времена, скажем, священника абхаза или муллу абхаза? Не было. Они номинально признавали, но сами глубоко вот эти религиозные всякие не воспринимали. Была своя религия у наших предков, которая называлась Апсуора. И об этом хорошо вот в очерке сказано Джон Смир, вот небольшой очерк был. В чем главенство придавалось именно Апсуора, а не этим религиям, привнесенным в нашу среду. Ну, я хочу что сказать. Здесь можно, конечно, поспорить в отношении фамилий там и так далее. Есть фамилии там, которые многие народы исповедуют, у которых многие народы имеют там и так далее. Но одно, значит, в этой книге прослеживается то, что очень многочисленный и могущественный
абазинский народ, это не он о себе говорит, это все, кто сталкивался с абазинами, признают это. Он фактически ассимилировался и, ну, можно сказать, что до минимума. Сейчас осталось всего 39 где-то тысяч абазин. А некогда их было более 100 тысяч. К сожалению, вот это то, что растворились абазины среди других народов большей частью, в этом виновато то, что абазины, к сожалению, не могли объединиться и сделать такое централизованное хотя бы не государство, то хотя бы какое-то правление, как это смогли сделать в Кабарде, кстати. Там были князья, которых слушали все, другие князья. А вот абазинам не удалось соединиться, чем дальше, тем хуже. Каждый, когда вот пришли турки, начали мусульманскую религию привносить, не принимали, абазины, абхазы не принимали эту религию. И в конце концов хитростью, значит, натравливанием одного князя на другого, значит, подкупанием княжеских князей, прямым подкупом князей, они заставляли, значит, насильно переходить в мусульманство. Это все очень хорошо описано у Халиджи Утанова, «Золотой крест» называется. Это художественная книга, но она настолько исторична, что все эти детали, они прописаны, как брат с братом воевал, как один князь с другим воевал, и каким образом, значит, получилось так, что вот в результате вот этой междоусобицы оказался раздробленным абазинский народ. Но это история. Я что вот хочу отметить и сказать. Мне понравилось вот высказывание Руслана о том, что он мечтал получить паспорт независимого государства, гражданином независимого государства, чтобы он стал явился. Это я приветствую от души. Но, к сожалению, я должен сказать, я 7 лет возглавлял общественную организацию Абазара здесь. И пытался тоже вот объединить молодежь там и так далее. Дело в том, что мы, вот молодые абазины, где бы ни находились, в Кабарде или Карачаево-Черкесии или в других частях, мы должны воспринимать то благо, которое нам дадено. Это благо независимое абхазское государство, гражданами которой мы являемся. Это наша Родина, это наше государство. И у нас душа должна болеть за государство. Мы должны работать на государство, чтобы оно крепло, становилось на ноги. Но, к сожалению великому, сейчас ситуация такая, что, как говорят русские, неужели для того, чтобы нам объединиться, нам нужна беда? Ну давайте, сейчас у нас в государстве, я бы не сказал, что все хорошо. У нас не хватает экономического потенциала, у нас не хватает единства, если хотите, даже политического единства. У нас в этой маленькой стране, значит, оппозиции там всякие партии, там это разброд и шатание, извините. Нам нужно сейчас воспитывать свою молодежь вот в духе единства, объединить. Нам нужно каждый день думать над тем, как объединить нашу молодежь и воспитать ее в духе Апсуара, в духе уважения человека ближнего. Наши предки и мы воспитаны так, что мы скорее отдадим последнее своему ближнему, чем сами. Так вот, давайте же не будем сейчас заниматься собственной наживой, а подумаем о государстве. Давайте создавать государство, давайте вкладывать, давайте трудиться, каждый на своем месте.
Давайте молодежь приучать к этому труду и к мысли, что надо работать на государство. Если государство не будет крепким, ни один гражданин не будет хорошо себя чувствовать. Поэтому я считаю, что эта книга, наверное, все-таки первый кирпич вот в истории именно народа Абазан. И в дальнейшем, значит, она должна послужить именно объединению, воспитанию молодежи нашей. И спасибо вам вот ценить то, что мы имеем. Мы имеем независимое демократическое государство, которое от нас, наш долг, сделать его таким, чтобы оно процветало. Это долг гражданина. Если ты имеешь паспорт гражданина, то ты должен этим заниматься. Это главное в нашей жизни. Спасибо за книгу. Я думаю, что очень важная, очень нужная книга и своевременная. Ну и завершить сегодняшнее мероприятие мы хотели бы стихотворением известного абхазского писателя Владимира Анкваб, который помимо писательского таланта обладал активной гражданской позицией и, в частности, довольно активно выступал за создание единого для абхазов и абазин алфавита. Зачитаю стихотворение студентки филологического факультета Абхазского государственного университета Кварацхеля Сари и Делба Камила. Аныклоуп ҳазхылҵыз, ҳзааӡаз аныкылкыкахшоуп. Ҳашьцәа гәакьақәа, абазажәлар сшәыкәыхшоуп. Бзиа избоит шәара шәҿы снаиааиуа аныҟәара. Шәгәы аартны шансацәажәо исымоуп нанагьара. Рыбз шанеиқәымшәа аишьцәа еицәҟьалахоит. Рыжәҩахыр еибамха аччиара иалахоит. Абызшәоуп аишьцәа рыжәҩахыр еидызкыло. Абызшәоуп амилаҭ мырӡкәа иаанызкыло. Арӷьа блаҵәуаны арма блазыччаӡом. Арма благәырӷьозар, арӷьагьы рыцҳаӡам. Аха рыԥшышьа анеицәыхҟьа, икьаԥшхоит аблақәа. Зҩыза зцәыӡыз шхыгагаау, алашьцара инҭаблаҟьоит. Изҭахугьы аӡә дыҟами, асал ҳабжьалаӡар, хьарабӷьара ҳаԥшларц, адунеи ҳналаӡарц. Хара ҳаицәхымҟьарцаз, ҳабызшәа ҳкызароуп. Урҭ еибарбеиларц, ҳанбангьы акызароуп. Ҳара ҳаиҟәыҵхара амҩақәа ркызароуп. Ҳашьхақәа инархыҳәҳәа ҳнапқәа еибаркызароуп. Анык лоуми ҳазхылҵыз, ҳзааӡаз, анык лхкыкахшауми, абазажәлар сшәыкәыхшоуп.